Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 29 апреля, пятница, и вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий». Программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. На часах в Якутске 19:08. Как всегда, в прямом эфире мы рады принять ваши звонки. Телефон 35 33 10, его вы увидите на своих экранах. Мы рады, как всегда, общению с вами. Сегодня у нас в гостях координатор Якутского регионального отделения политической партии ЛДПР Гаврил Павлович Парахин. Гаврил Павлович, добрый вечер. Добрый вечер. Я всегда программу начинаю с такого разминочного вопроса, позвольте и вам задать. Была ли для вас разминкой, сформулирую так, сдача нормативов ГТО сегодня? Ну да, было интересно, на самом деле. В очередной раз мы вместе собрались, и я сегодня все как смог по максимуму отработал, и все нормативы сдал. Поздравляю вас с этим. Осенью будем выполнять уже на значок, то есть там добавится еще дополнительно несколько видов для сдачи. И тогда я думаю, что нас увидят уже, конкретно будут показывать по телевизору, как все добросовестные, порядочные жители нашего города и республики, спортивные, придут и будут сдавать. Хорошо. Приступим. Парламентская газета «Илтумен» сегодня публикует такой материал под названием «Ух, какая сессия!». Имеется в виду сессия, которая была 26 апреля на этой неделе. Это, собственно говоря, один из поводов нам с вами встретиться и поговорить. А вы тоже считаете, что сессия была «ух, какая»? И в чем может быть это «ух»? Если я сравниваю с предыдущей сессией, естественно, она «ух» какая, потому что предыдущая была такая скучноватая. Ну а здесь, естественно, она такая своеобразная, даже внешне смотреть на нее. То есть два человека отсутствовали, спикер и первый вице-спикер. Вел человек Ольга Валерьевна Балабкина, то есть уже женщина вела, то есть это уже интересно. Плюс отчет главы, плюс отчет главы МВД, плюс выбор прокурора, то есть насыщенная повестка. Да, повестка такая серьезная, и поэтому такие вопросы, они, конечно же, интересные. И в плане отчетов, и в плане... Есть возможность мне, как руководителю партии и как депутату, задать вопросы всем отчетникам, которые присутствовали на этой сессии. Вы задали вопрос главе республики Егору Афанасьевичу Борисову. Поподробнее об этом, если можно. И согласны ли вы с его оценкой, забегая вперед? То есть вопросы надо же задавать такие насущные, и действительно, это же отчет за 2015 год. И 1,5 года назад я сам лично голосовал за то правительство, которое предложил Егор Афанасьевич. И, конечно же, мне хотелось бы, чтобы он дал своему правительству, нашему правительству, за которое я тоже говорю, что голосовал, оценку по 5-бальной шкале. И эту оценку он дал, вы слышали, оценку дал 4. Мое мнение, я понимал прекрасно, что он бы не сказал 5, он бы не сказал 3, то есть он выбрал золотую середину. Но я думаю, что где-то между 3 и 4 все-таки это правительство достойно такой оценки. Потому что, на самом деле, правительство зашло в тяжелое время, в кризис, в тяжелые такие перемены в стране, перемены в мире. И, конечно же, ребята молодые, почему я за них голосовал, новые. Поэтому, конечно же, я думаю, что еще сейчас не время их до конца оценивать, пусть еще поработают год-два. По большому счету, да. По большому счету, да. Еще одно событие на минувшей неделе, 25 апреля, понедельник, 70-летие бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Вы в Москве в этот день. И расскажите, как все это происходило. Это масштабно. На самом деле, мне очень понравилось. Я предполагал, что будет масштабно. Я понимал, что это на Красной площади, где-то рядом с Госдумой. Первый раз, кстати, я был на Манеже, где-то проходила эта Манежная площадь. Очень хорошее само строение. Очень красиво было в декорациях оформлено. Очень много экранов, где показывались фильмы, сюжеты, фотографии. Очень много было гостей. Причем гости были очень разного уровня. Это тоже мне понравилось. То есть и на костылях, и на на креслах, каталках, и под руку кто-то кого-то ведет, и кто-то хорошо одетый, кто-то не очень. И видно, что люди приехали со всей России, и люди, которые, видать, уже давно болеют за партию, давно переживают и поддерживают Владимира Вольфовича, они были там. И, конечно же, мне понравилось, что я первый раз увидел вживую Кобзона, и очень близко Шафутинского.
Вот. Ну, если мы говорим про актеров, они тоже... А из разных политических партий тоже? Ну да. Из совершенно Там разных. были от коммунистической партии был Харитонов, поздравил. Матвиенко, естественно, это было тоже на самом деле заслуженно. Я считаю, это уважение, настолько такое уважение к Владимиру Вольфовичу. Вот. Но это не было пафосно, скажите. Не. Все было вообще спокойно, без всяких там, даже программы как таковой не было, мероприятий. То есть все такое было в легком таком, именно вот как вот обычно проходит день рождения, просто чуть-чуть большого масштабе. Вся семья Гаврил была. Павлович, спасибо. Значит, мы продолжим наш разговор. Сейчас вынуждены на 2-минутную рекламу прерваться. Мы вновь в студии. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях координатор Якутского регионального отделения политической партии ЛДПР Гаврил Парахин. Гаврил Павлович, продолжим, пожалуй. Вот в дни юбилея Владимира Вольфовича, 70-летия, было очень много разных с ним интервью. И не в одном, а во многих он говорил, ну это буквально цитата, что на первом месте должно быть государство. Надо родить за государство. Вот вы тоже государственник? Ну, я думаю, да, конечно. Я просто чуть-чуть поясню, да, что я имею в виду. Все-таки за много-много лет мы привыкли отделять государство и Родину. Вот Родина — это одно, государство — это все-таки власть, да, это вот система власти. Что для вас родить за государство? Ну, я думаю, что вот буквально позавчера был день республики, я присутствовал на торжественном этом мероприятии, и очень мне понравились слова Михаила Ефимовича Николаева, первого президента нашей республики. То, что руководство республики, вообще президент и вся его команда, это все должно быть вместе, единая целость с жителями республики, неважно какого статуса и какого уровня. Да? И только все вместе, неважно какой национальности, мы сейчас говорим про многонациональность, единство, да, и мы только вместе можем работать, поэтому я думаю, что должно это быть все вместе. Это и есть государственность, когда и чиновники, и обычные жители, обычный народ нашей страны, нашей республики вместе. Ну вот 7 апреля с Казанского вокзала Москвы в длительное путешествие по нашей огромной стране, многонациональной, отправился поезд ЛДПР, очередной поезд. Запятая, претендующий на рекордное путешествие. В чем рекорд? Ну, в этом году будет 6 поездов вообще. Так. Да, это был 4-й. 4-й, самый длинный, он больше 2 месяцев, 66 дней. Ну, самый длинный по времени, да. И самый длинный по расстоянию, больше 40 тысяч километров, там, по-моему, 44 или 45 тысяч километров. Больше экватора. Да, вот. Это суть его вот такая, что, то есть, почему он рекорд Гиннесса, потому что и по времени он такого не было. Каждый год отправляется поезд, но в этом году он был особенный. Почему? Особенно для нашей республики, для нас. Потому что в этом году, я уже 3 года ждал этого, он заехал в республику Саха-Якутия и был там практически там почти сутки, путешествовал. Гаврил Павлович, продолжим, у нас есть звонок. Это святое. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и задавайте ваш вопрос гостю. Город Якутск. Добрый вечер. Ага. Сивцева Маргарита Михайловна звонит. Наверняка вы знаете, мы хотели узнать, где давать заявление на 1 га земли и когда. Спасибо за вопрос. Вы знаете, Гаврил Павлович, у меня в гостях бывают разные люди, в том числе, собственно говоря, мы делаем программу и по 1 га земли. Да? Ну, скажите, кстати, да, может быть, ответите, ведь вы поддержали этот закон? Да, закон поддержали. Это идея вообще ЛДПР еще 10 лет назад. Владимир Вольфович говорил, что это один из инструментов для развития Дальнего Востока, для все-таки притока населения, для остановки оттока населения с республики и Дальнего Востока. Да. То есть это один из инструментов. И этих инструментов много. То, что касается, где это найти информацию, есть на сайте. Можно прийти к нам в Ултумен, попросить там, да. То есть сейчас это будет... тем более жительница из Якутска. Да, сейчас это будет все везде, сейчас уже это принят закон, сейчас все это подведут к
к финишу. И с 1 июня. Да, и все это выйдет, будет везде, во всех газетах пропечатано, во Конечно. всех, да. Пусть пока надо просто смотреть, выбирать. Есть сайт, там, я вот не помню его точно название, можно зайти на сайт Ultumen и там посмотреть именно, Да, где это расколото. Где это, да. Вот. Ну а то, что гектар... Поезд. Да, поезд. Давайте Поезд. к поезду сначала, Да, к гектару еще подойдем, вернемся. Так поезд, значит, вот, ну, понятно, рекордное время, рекордное расстояние. Вы тоже 18 апреля выезжали в Нерюнгринский район. Я в Нерюнгринский район, город Нерюнгри прилетел, оттуда я поехал своим ходом на поезде, на обычном, до станции поселок Хани. Это такое граница 3 областей, Читинской области, Амурской области и Якутии. Очень интересный поселок, 700 человек, спортивный, грамотный, образованный, но они находятся так далеко очень от нас, вот, потому что, чтобы попасть в этот поселок, нужно проехать половину еще и Амурской области. По другим территориям. Да, по другим территориям. И это как бы интересно. Вот. Там мы были, я там ночевал, очень нас приветливо встретила глава Альбина Николаевна, глава Хани, женщина. Вот. Очень нас встретили хорошо школа. Мы там поучаствовали, там со мной, кстати, был Иван Николаевич Абрамов, депутат Госдумы от нашего региона. Очень нас встретили хорошо в школе. Мы поучаствовали в турнире дальневосточном по пулевой стрельбе. Вот. Там такие энтузиасты, очень хорошие ребята. Сам директор школы, его брат, вот, организовали такой клуб, вот, где можно собирать детей, и не только детей, которые собираются. Там было 8 команд, очень интересно. Вот, и как бы мы там тоже участвовали в этом турнире. Какие проблемы жители поднимали в основном, когда вы встречались? Ну, проблемы всегда практически одни. Ну, тут вот именно если брать по поселку Хани, то вообще отсутствие дорог, отсутствие мостов. То есть только единственное, где можно как-то передвинуться, это только поезд. Поезд останавливается на 5 минут. Вот они просили, чтобы я договорился как-то с РЖД, чтобы сделали хотя бы минут 15-20. Потому что доставка продуктов, грузов, стройматериалов, и они не успевают за 5 минут. Физически не успевают его скинуть. То есть скидывают, грубо говоря, на ходу. Вот, и поэтому, а второй поезд, который там проходит, это Кисловодск, вот, он останавливается 15 минут, но он ходит не каждый день. Поэтому тут и проблема идет в том, что вот такая. Плюс, естественно, нету специалистов в плане образования учителей, вот, нету специалистов и по работе, да, нету медиков, нету медицинских пунктов, нету где-то участковых. То есть вот люди из-за этого там погибают при драках, при каких-то курьезах. А медиков нету. Вот там женщина наплакала, я уже там с ней был готов расплакаться, потому что внучка, скорая вовремя не приехала, внучка на руках умерла. Понятно. Понятно. Вкратце вот так. А помочь чем-то можете жителям? Ну, понятно, что, наверное, вы не сможете, да, значит, медиков туда в нужном количестве, наверное, предоставить. Ну, как-то, да. Ну а что? Ну, хотя бы что-то. Ну, я как депутат Ultumen, и со мной был Иван Николаевич Абрамов, как депутат Госдумы, мы, конечно, приняли много заявок, да. Кто-то просит деньги, да, но, естественно, у нас у всех семьи, у Абрамова 4 детей, у меня 3, и Владимир Вольфович нам денег не дает, это он иногда себе позволяет их раздавать, да. Но такие вещи, как там спонсорская помощь в плане, там, я вот даже в том же поселке, я пообещал, и уже мы отправили им на 1 мая, у них будет турнир очередной, мячи в качестве подарков, футбольные, волейбольные, спорт и инвентарь. Что-то из одежды, то есть у нас есть. Вот. У меня, я как сам отношение имея к предпринимательству, есть возможность там отправить пару велосипедов, им тоже пообещал. Вот. Но в городе другие проблемы. В Нерюнгри мы были, там абсолютно другие. Тоже все-таки сейчас там выборы главы будут параллельно с Госдумовским, главы Нерюнгринского района. Тоже особо властью недовольны новой, хотя там партия уже не власти руководит, а «Справедливая Россия». То есть разное отношение к главе, вот, разные проблемы и по заработной плате, и по очистке города, содержанию города от снега, там, от воды, от песка, от грязи. Нехватка рабочих мест, переход
вот этот, который сейчас аварийный, из ветхоаварийного жилья, тоже там на самом деле идет. Мне нам понравилось. Тот же Абрамов там был в Амурской области, там гораздо хуже. На этом вопрос стоит. Но тут более-менее достойно. Но все равно сроки не получается, и многие не успевают вовремя это получить. Но в общем ситуация неплохая. Город очень на самом деле интересный. Поезд, как говорил Владимир Вольфович Жириновский, это еще и кузница кадров. Да. Вот как это происходило? Это основное. Да. Ну, пока я путешествовал 2 дня на нашем поезде по Амурской и по Якутии, то в нем я увидел там щиты координаторов и депутатов с Иркутска, Да. с Забайкалья, с Улан-Удэ, с Амурской области. Несколько было с центральной части России. Кто-то уже прилетел и сел, чтобы доехать до Владивостока с Приморья. Это идет обмен опытом, обмен всевозможными способами работы как депутатам, да, те, которые депутатам. Те, которые не депутаты, хотя спрашивают, как стать депутатом. Очень много молодежи. И это дает возможность общаться, обмениваться и расти, дает определенный рост. Да, понятно. Буквально у нас остается меньше 2 минут. Недавно, дней 10 где-то назад, ЛДПР озвучила свои предложения правительству Российской Федерации, которое назвала апрельскими тезисами. Ну, вот так это было названо. 69 пунктов. Один из пунктов по развитию Дальнего Востока. Ну, назовите хотя бы вот несколько, то, что, на ваш взгляд, необходимо сделать. Ну, вот неплохой вариант, я говорю, сейчас у нас с землей, то, что Да, нас послушали. да. Мы предлагаем отмену ЕГЭ по Дальнему Востоку для студентов. Это для чего? Потому что, на самом деле, это сразу даст возможность все-таки не думать жителям нашим или жителям страны, приехать, что приезжай к нам и будешь поступать без ЕГЭ. Учиться не сможешь, и тебя отчислят. Сможешь, будешь, значит, учиться. Это на самом деле хорошо, потому что многие ЕГЭ сдать не могут. У него есть знания, у него есть навыки. Но есть такой мандраж, когда ты приходишь, садишься перед преподавателями, и человек, который знал все хорошо, грубо говоря, да, отлично, он теряется, и у него получается, что он те знания, которые он даже имеет, не может их высказать. Из-за этого не поступает. Меньше минуты остается. Армия. Армия обязательно, да. То есть отсрочка от армии. Кто-то не может, не хочет пойти в армию, не может, потому что родители болеют, надо помогать родителям. Пожалуйста, приезжай на Дальний Восток, работай и отправляй деньги родителям или там привози с собой родителям и все. Но инструментов много мы предлагаем. Кстати говоря, здесь есть с чем согласиться и в этой программе, на самом деле, там очень здравые и разумные мысли. Все мы сейчас не проговорим, к сожалению, время наше завершилось. Спасибо. Я напоминаю нашим гостям, что гостем сегодняшней программы был координатор Якутского регионального отделения политической партии ЛДПР Гаврил Парафий. Подарки. Спасибо. С Москвы напрямую.